Недавно, буквально по телевизору, прозвучало официальное заявление официального представителя Следственного комитета о том, что в отношении Николая возбуждены еще 2 уголовных дела. Следствие сегодня сообщило, что получены доказательства о причастности анархиста Детка еще к ряду тяжких преступлений. В связи с этим возбуждено 2 уголовных дела. У него до этого было уголовное дело по части 1 статьи 342, а сейчас часть 3 статьи 361 – это совершение неких действий, посягающих на национальную безопасность Республики Беларусь. И 200, по-моему, 95-я, я сейчас точно не помню, статья, которая свидетельствует, по их мнению, говорит о том, что он готовился к какой-то террористической деятельности. Согласно материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал «Микола». В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Речь идет о том, в этих новых, так сказать, делах, что Николай якобы в своих блогах, в своих стримах, которые он публиковал в телеграм-каналах, он якобы совершал действия, высказывания говорил, высказывания называются действиями, посягающими на национальную безопасность Республики Беларусь. Чым далей, тым болей узмацняются репрессии за то, что люди выходят на улицу, и главное за то, что чинит супротив карников. В основу этого обвинения еще будет положено заключение некоего эксперта, который будет решать, что в выступлениях Николая, в его статьях, в его стримах и прочих, так сказать, формах донесения правды до людей содержатся некие признаки действий, причиняющих ущерб национальной безопасности Республики Беларусь. Ну, сам по себе факт, что это будет решать некий эксперт, а не суд, не следствие, не прокурор, не обвинитель, а именно некий эксперт, говорит о том, что это все высосано из пальца. Тем более, что, естественно, это продиктовано страхом нашего режима белорусского, правящего перед людьми, говорящими правду, а Николай именно тот человек, который говорил правду в своих телеграм-каналах. И они, естественно, будут выдумывать все, что угодно для того, чтобы попытаться подтащить, я по-другому не могу выразиться, это не юридический термин, но тем не менее подтащить его деятельность под некое обвинение уголовно наказуемое, по их мнению. Ну а что касается второго обвинения, подготовки к якобы террористической деятельности или какой-то там деятельности по уничтожению какого-то имущества, это речь идет о тех непонятных бутылках, которые были изъяты в процессе его жестокого задержания в квартире. Я могу сразу сказать, я знаю точно, что эти бутылки не принадлежат Николаю, они были ему подброшены бандитами в погонах, которые его задерживали. И, естественно, сейчас они пытаются на основе этих бутылок, называя их якобы коктейлями Молотова, то есть все вот так, что с синейкой некуда повзеть. То есть непонятное что-то, неопределенное что-то, неконкретное что-то. Николай не признал себя виновным, показаний он не дает, поскольку он ни в чем не виноват, никаких преступлений в принципе не совершал, а таких тем более. К какой субкультуре относишься? Отношусь к анархистскому движению. С какого года? 2003-го. Николай находится в тюрьме уже 5-й месяц, а мы получили всего 4 письма от него. В самые худшие времена такого не было никогда. И я интересуюсь у других людей, ситуация примерно похожая. Вчера, 5 апреля, Николай был выпущен из карцера в следственном изоляторе Новолодарского, где он находился в течение 9 суток. Ему заместитель начальника следственного изолятора определил в качестве наказания карцер на 9 суток за то, что, находясь в прогулочном дворике, Николай провозгласил лозунг «Живе Беларусь». Состояние в целом его хорошее. Адвокат вчера как раз у него сразу практически после выхода из карцера был. Его определили в прежнюю камеру, в которой он находился до карцера. И выглядит он хорошо, держится опять же молодцом.
Я уже говорил, что я в Николае уверен, его воля и характер не позволяют им подавить его сопротивление, так сказать, всем беззаконным действиям, которые они совершают. К Николаю долго просто не приходил следователь, почти 4 месяца. То есть он просто сидел в тюрьме, непонятно почему, с какой целью, тем более человек ни в чем не виноват практически, никаких преступлений не совершал, несмотря на то, что они говорят и пишут, и произносят по телевизору в том числе. Многие из людей, которые являются весьма активными противниками существующего режима, инакомыслящими, если можно так их назвать, находятся в тюрьмах, и в отношении их бесконечно продлеваются сроки предварительного следствия, судов нет, им то предъявляют обвинение, то новое предъявляют, то вообще не предъявляют никакого обвинения. Это опять же говорит о том, что в данном случае власть пытается что-то из этого выгадать. Я уверен, что их держат еще и в тюрьмах. Почему? Потому что они являются лидерами серьезными, и они представляют, будучи, если бы оказались на свободе, безусловно, власть понимает, что они не станут молчать, и они представляют для власти опасность. И это один из, на мой взгляд, самых важных факторов в данной ситуации. Поэтому такие люди, как Тихановский, Северинец, Статкевич, Николай Дедок и многие-многие другие, они находятся в тюрьмах в том числе и поэтому. Если взять вот касательно на примере Николая, сначала одна статья, потом они 4 месяца молчат, ничего не делают, вот, и вдруг рождаются 2 других статьи. Что, бутылки не были еще раньше? Они были изъяты, у них, по их мнению, были изъяты у Николая в ночь с 11 на 12 ноября, и тогда они об этом знали. Власть просто боится этих людей и держит их в тюрьмах, чтобы они не стали лидерами и организаторами роста нашего сопротивления.